Добрый день, в эфире новости, в студии Джангл Дюйшенбекова. Сооронбай Джейнбеков пригласил председателя Совета директоров города Дубая Маджида Саиф Аль-Гурейра посетить Кыргызстан с визитом. Как отметил президент, для укрепления кыргызско-эмиратского сотрудничества необходимо развивать торгово-экономические отношения. И предложил на площадке торгово-промышленной палаты Дубая обратить внимание на приоритетные направления, отвечающие интересам Кыргызстана и Объединенных Арабских Эмиратов. В свою очередь, Маджид Саиф Аль-Гурейр подчеркнул, что проинформирован о благоприятном инвестиционном климате Кыргызстана. И добавил, что главная причина развития ОАЭ в том, что это открытая страна, находящаяся в дружеских отношениях со странами мира. Подчеркнул, что взаимоотношения с Кыргызстаном занимают особое место. За последние 4 года наблюдается рост взаимного товарооборота. В рамках официального визита президент также встретился с представителями крупных компаний и деловых кругов Объединенных Арабских Эмиратов, городов Абу-Даби и Дубай. Глава государства отметил, что кыргызская сторона проделала большую работу по созданию благоприятных условий для бизнеса, значительно упростила процедуру регистрации бизнеса, сократила необоснованные проверки, снизила налоговые ставки. В числе преимуществ также низкие цены на электроэнергию, освобождение от таможенных пошлин на импорт технологического оснащения, наличие режима свободной валюты, членство страны в ЕАЭС. С учетом вышеперечисленного, Сооронбай Джейнбеков призвал представителей и руководителей крупных компаний к инвестированию в различные сектора экономики Кыргызстана, отметив, что со стороны госорганов будет оказано содействие. Благодаря взвешенной торгово-экономической инвестиционной политике руководства ОАЭ на сегодняшний день иностранные инвесторы стремятся инвестировать средства в Эмираты. Этот опыт будет примером для Кыргызстана. Нашей главной целью является увеличение объема торговли между странами, привлечение арабских инвестиций в Кыргызстан. На данный момент у нас есть проекты по строительству малых и средних ГЭС, которые интересуют инвесторов. Также большие возможности в сфере туризма. Кыргызстан готов увеличить объем экспорта экологически чистой органической продукции. Верю, что они найдут свое место на рынках ОАЭ. Официальная церемония встречи Сооронбая Джейнбекова с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бин Заед Аль-Нахаяном прошла во дворце Каср Аль-Ватан. Там был выстроен почетный караул, прозвучали гимны Кыргызстана и Объединенных Арабских Эмиратов. После традиционных мероприятий, как рукопожатие, фотографирование, представление членов официальных делегаций, президент Сооронбай Джейнбеков оставил запись в книге почетных гостей. Так сообщается, что в рамках официального визита президента в Объединенные Арабские Эмираты подписан ряд двусторонних документов о сотрудничестве в области культуры, в сфере туризма, ветеринарной и фитосанитарной безопасности, продукции сельского хозяйства и животноводства, в области образования и науки. Также договор между Кыргызстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами о передаче осужденных лиц, о сотрудничестве по строительству Исламской академии Кыргызстана. В результате ДТП, которое произошло накануне вечером в Карасуйском районе, в реанимацию в тяжелом состоянии были доставлены 3. Об этом сообщили в УВД Ошской области. По их данным, авария произошла в Наримановском Айлюкмыту. Автомобиль марки Mercedes-Benz ехал со стороны аэропорта в город Ош и столкнулся с автомобилем Honda Jazz. В результате Mercedes сгорел полностью, его водитель скрылся с места происшествия, а пассажиры Honda и водитель в тяжелом состоянии были доставлены в Ошскую межобластную клиническую больницу. Всем им по 32 года. По факту ДТП назначена техническая экспертиза. На данный момент проводятся разыскные мероприятия. По факту распространения фото с камеры видеофиксации возбуждено уголовное дело. Досудебное производство начато по статье «Злоупотребление должностным положением». Об этом сообщает Генеральная прокуратура. По данным надзорного органа, с заявлением в Следственную службу МВД председатель ГРС Алмаз Мамбетов обратился 6 декабря с просьбой привлечь к ответственности лиц за незаконные действия с использованием подложных номерных знаков на различные автомашины и отдельных сотрудников Центра мониторинга
мониторинга ГУОБДД МВД, которые распространили в СМИ персональные данные. Напомним, ранее в соцсетях появились фотографии 5 машин с одним и тем же номером. Некоторые пользователи соцсетей и водители «Мерседеса» узнали председателя ГРС Алмаза Мамбетова. Сам он опроверг эту информацию. Позже появились сообщения, что за рулем находился сотрудник прокуратуры. Спустя несколько дней в правоохранительных органах сообщили, что автомобилем владеет 22-летний парень. Следователь отдела внутренних дел Токмака, обвиняемый в сексуальных домогательствах к молодой девушке, уволился. Как сообщили в ГУВД Чуйской области, материалы досудебного производства направлены в прокуратуру. Напомним, в Токмаке практикантка обвинила следователя ОВД в сексуальных домогательствах. Девушка написала заявление в прокуратуру, в котором указала, что он позвал ее в кабинет, затем, закрыв дверь, стал приставать. Заявление зарегистрировали по статье «Насильственные действия сексуального характера». По подозрению в незаконном изготовлении наркотиков задержан 33-летний житель Джалабадской области. Он состоит на оперативном учете МВД как член ОПГ. Сообщается, что сотрудники управления службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков провели 9 декабря спецоперацию и выявили устойчивый канал сбыта героина в особо крупном размере. При проведении обыска в одном из домов города Ош они обнаружили и изъяли вещество белого цвета со специфическим запахом. Согласно заключению экспертизы, это был героин весом 1 килограмм 870 граммов. Факт зарегистрирован в едином реестре. Следственные действия по установлению других лиц, причастных к данному наркопреступлению, продолжаются. Помочь отремонтировать дом-музей Чингиза Айтматова. С таким предложением к членам правительства сегодня обратился депутат Дастан Бекешев. По его словам, семья писателя не может сделать это самостоятельно. И помощь правительства была бы весьма кстати. Отметим, дом-музей Чингиза Айтматова открыл свои двери 12 декабря, в день рождения писателя в 2014 году. Там Чингиз Айтматов прожил с 1986 года. Его именем мы называем улицы, строим памятники, но, к сожалению, не уделяем большого внимания музею Чингиза Айтматова, куда приходят высокопоставленные лица зарубежных стран. Допустим, в этом году был там Владимир Путин, президент Российской Федерации, был президент Республики Казахстан. И самостоятельно семья Айтматовых не может построить, отремонтировать данный музей. Было бы хорошо, если бы мы выделили бы средства. Мы уже, в принципе, в 2018 году 30 миллионов сомов аж на памятник потратили в Москве. Поэтому было бы хорошо, если бы мы этот музей отремонтировали за счет государственного бюджета. Это первая просьба. И все-таки, обращаюсь ко всем, я думаю, нельзя забывать его слова. Самое главное и трудное для человека – быть каждый день человеком. Мне кажется, это очень актуальные слова на сегодняшний день. И пока на этом все. Всего доброго и до встречи в эфире.